Центральный банк России перенес на 31 декабря 2020 года с 1 октября срок перехода на обязательное зачисление пенсий на карты МИР. Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карты МИР и ими уже пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря, заявили представители Центробанка. Как сообщалось, еще в апреле Центробанк объявил, что не будет применять к российским банкам меры воздействия, если они до 1 октября 2020 года будут перечислять гражданам пенсию не на карты МИР. По закону перечисление пенсий на карты других платежных систем должно было прекратиться с 1 июля. При этом сохраняется возможность получать выплаты наличными и другими способами, указанными в законе. Министерство труда планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей. В министерстве рассказали, что с 2021 года размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет увеличен до регионального прожиточного минимума, при условии, что среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу сравняться с прожиточным минимумом. На данный шаг будет выделено дополнительно почти 95 миллиардов рублей. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходом, размер которого остается ниже прожиточного минимума. Глава государства также призвал представителей власти помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные обстоятельства и изменить свою жизнь. Треть компаний в России снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании Банка Открытие. По результатам опроса 35% компаний снизили сотрудникам зарплату в период пандемии. Около четверти сократили штат. При этом 7% компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат. Для обеспечения функционирования бизнеса компании прежде всего сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы. При этом более 50% компаний малого и среднего бизнеса ответили, что уже работают в докарантинном режиме. 29% участников опроса отметили, что их бизнес уже восстановился или вообще ничего не потерял в период карантина. 7% опрошенных полностью закрыли бизнес. Отмечается, что мерами господдержки во время карантина воспользовались только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены, и только 24% опрошенных брали кредиты. Тем временем спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России резко повысился. Более чем на треть в сентябре по сравнению с августом. Так, с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в России резко подскочило на 37%. Продажи перчаток тоже увеличились на 47%. Также граждане запасались имбирем и лимоном. Число покупок выросло на 85 и 71% соответственно. Аналитики отмечают, что с весны фиксируют регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты. Как правило, россияне активно приобретают маски и перчатки в моменты получения аванса, а затем и заработной платы, то есть в начале и середине месяца. Создание более 500 рабочих мест планируется на Малотарынском месторождении в Якутии. Компания «Богуславица» в 2021 году планирует запустить на месторождении Малотарынское горно-перерабатывающий комплекс стоимостью 2,9 миллиарда рублей. В августе текущего года «Богуславица» и Государственный комитет Якутии по занятости населения заключили соглашение о взаимодействии по трудоустройству в компанию местных жителей. Сотрудничество между сторонами осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» в 2020-2022 годах. В будущем году Богуславец рассчитывает произвести 500 килограммов золота, в 2022 году после выхода на проектную мощность 870 килограммов благородного металла.